Сегодня шестой день наших летних учений Марнов. И я хочу поприветствовать всех учителей, Кемпа, Лапонов, всех лам, всех студентов Шедер, монашеских колледжей, также всех тех, кто слушает эти учения по интернету. Приветствую вас всех. Сегодня День независимости Индии. И Индия — это та страна, где зародилось и распространилось учение Индии, учение Будды. И именно поэтому Индия является такой важной страной для учения Будды. Это место его рождения, место распространения. И буддизм очень тесно связан с историей Индии. И, кроме того, большая часть нашей тибетской культуры связана с индийской культурой. И даже классический тибетский язык — это письменный язык, язык писания, например, тибетский алфавит и так далее. Все это было создано на основе санскритских примеров. То есть именно древний язык Индии стал прототипом для развития классического тибетского языка. И, кроме того, тибетская культура стала таким образом также связанной с индийской культурой. По этой причине сегодня, в День независимости Индии, я хочу пожелать благоприятности всем своим друзьям в Индии. В том, что я говорил в прошлый раз, я сделал ошибку, когда я говорил о дереве Бодхи, когда я говорил, что в истории Капилы был связан с деревом Бодхи. Я сказал, что дерево баньян — это дерево Бодхи. Я сегодня хочу уточнить разницу между баньяном и деревом Бодхи. Вы видите на картинке два дерева. Дерево баньяна — это очень популярное дерево в Индии, оно широко распространено. И по всей Юго-Восточной Азии довольно легко встретить это дерево. В Индии оно называется мы обычно называем его деревом баньяна. На китайском у него свое название. И это те деревья, которые мы встречаем повсюду в Азии. То есть верхняя картинка — это дерево баньяна. И по своей форме дерево баньяна похоже на зонтик, тогда как дерево бодхи не такое по форме. Дерево бодхи отличается от обычного дерева баньяна. Сейчас я хочу продолжить
с того места, на котором мы остановились в прошлый раз. Voilà, 다 되네. 다 가장 쉬운 바. 다디 가르세. Так, я напомню вам, о чем мы говорили. Мы говорили об истории жизни Махакашьяпы, о том, как он жил до того, как встретился с Буддой. Мы говорили о том, что он был сыном очень богатого брахмана, что жил он в городе под названием Капила, и его звали Пипали. И это имя Пипали мы можем перевести как «рожденный деревом баньяна», либо «связанный с деревом баньяна». И мы остановились на том моменте, когда его отец хотел, чтобы Пипали женился, но Пипали не хотел жениться. Но поскольку таково было желание его родителей, он не мог противоречить, он не мог отказаться. И тогда он заказал очень красивую золотую статую, сделанную из золота, из реки Джамбу, и сказал, что если вы сможете найти такую красивую женщину с таким цветом кожи, как у этой статуи, то тогда я женюсь. И тогда ученики отца отправились во все стороны Индии с такими статуями для того, чтобы найти такую женщину. И во всех сторонах они ставили эту статую на площади, и когда женщины делали подношение этой статуи, они искали такую женщину по красоте, сходную со статуей. И в 3 сторонах света они ничего не смогли найти, и лишь в одной стороне света они все еще продолжали искать. И на этом мы остановились. Так что давайте продолжим с этого момента. Итак, та группа учеников Брахмана, которые отправились на запад, они обошли много мест, и они пришли в одном месте, где был очень богатый брахман, которого звали Капила. И у него была очень красивая дочка. И поскольку она была так красива, в соответствии с древней индийской традицией, такие девочки обычно получали имя Бадра. И эту девушку также звали Бадра в соответствии с этой традицией. Поскольку ее отца звали Капила, то ее звали Капила Бадра, либо дочь Капилы по имени Бадра. И она была очень красива и также богата. Когда ученики Брахманы пришли в этот город, где она жила, и принесли эту золотую статую, которую они говорили, что называли богиней, они называли ее золотой богиней, либо богиней, исполняющей желания женщин. Именно так
Они рекламировали ее, они говорили, в город пришла богиня, покровительница женщин, либо золотая богиня. В китайской версии говорится, что она называлась золотая богиня. И так, когда они пришли в город, где жила Капила Бадра, они поставили эту статую на рыночной площади и сделали ей подношения из цветов, светильников, и также играли на ритуальных инструментах и делали такое объявление, что если женщины придут и сделают подношение этой богине женщин, то вы сможете исполнить свои 5 желаний. Первое, вы сможете переродиться в высокой касте. Даже если сейчас вы родились в низшей касте, вы сможете переродиться в высокой касте. Второе, вы сможете выйти замуж за представителя высшей касты. Третье, что когда вы выйдете замуж, ваш муж будет хорошо к вам относиться, не будет вас презирать. Четвертое, что у вас родятся сыновья. Пятое, что ваш муж будет слушать то, что вы говорите, и будет делать то, что вы говорите, что вы хотите. То есть эти 5 желаний, они будут исполнены. Это то, о чем они говорили, то, что они обещали. И когда женщины слышали это, то они все пришли для того, чтобы совершить подношение этой статуи и помолиться ей. И в тибетской версии истории говорится, что мать Капила Бадры, в китайской версии говорится, что ее отец, но это небольшая разница. В любом случае, ее родители сказали ей, что в город прибыла богиня женщин, и если ей совершить подношение, то 5 желаний будет исполнено. Поэтому они сказали ей, что дочь, ты должна пойти на площадь и сделать подношение этой богине женщин. Ну, что на это ответила Бадра? Она сказала, зачем вообще мне делать эти подношения? Как мне помогут такие подношения? Мать ответила, если ты сделаешь подношение ей, то твои 5 желаний будут исполнены. Но на это дочь ответила, у меня нет никаких желаний, я уже родилась в высшей касте, мне нет нужды молиться о том, чтобы родиться в высшей касте. Кроме того, я и так очень красивая, и никто не приходит ко мне просить мои руки, несмотря на то, что я такая красивая. Так, и чего же мне нужно идти молиться? Но мать настаивала, говорила, что ты должна пойти и сделать подношение этой богине. Почему? Потому что она хотела, чтобы ее дочь вышла замуж и родила сыновей. Поэтому она настаивала на том, чтобы она пошла. И чтобы порадовать свою мать, Бадра взяла
цветы, светильники и отправилась на рыночную площадь, чтобы сделать подношение богине женщин. И говорится, что когда она подходила к рыночной площади, нечто удивительное начало происходить. Статуя была золотой, однако по мере того, как к ней все ближе и ближе подходила капелла Бадра, эта статуя становилась все темнее и темнее, все синее и синее, поскольку цвет лица капелла Бадра был таким красивым, таким золотым, что по сравнению с ней статуя выглядела темной и непривлекательной. Возможно, это преувеличение, но в источниках описывается это так, что красота этой девушки затмила красоту этой статуи, что она была такой красивой, что по сравнению с ней это золотой блеск, а статуя казался блеклым и темным. Возможно, это лишь поэтическое сравнение, но как бы там ни было, когда капелла Бадра подошла к статуе, она уже совсем не выглядела золотой, а выглядела как обычные железные статуи. И ученики Брахмана, они сначала испугались, они подумали, что это недоброе знамение, что кто-то заколдовал статую, и она теперь не выглядит золотой. И тогда они увидели саму девушку, и что этот свет, который затмевал статую, его источником была сама эта прекрасная девушка. И тогда они спросили ее, чья ты дочь, кто твой отец? И она сказала, я дочь Брахмана Капилы. И тогда они поняли, что это та девушка, которую они искали, что она особенная. И они пошли, отправились в дом Брахмана Капилы. Они пришли туда, выстроились возле дверей и притворились, что они пришли за сбором подаяния. Они сказали, дайте нам что-либо, подайте нам милостыню. И согласно обычаю, когда кто-то приходил, просил подаяние, то обычно такие подаяния давались, и поэтому Брахман Капила сказал подготовить подаяние масла, цветов, еды. И обычно это молодая женщина в семье, кто выходил за ворота и давала эти подношения. И поэтому Капила Бадра была той, кто должен был выйти и дать эти подношения Брахмана. И она вышла и хотела дать им подношение. Они не сказали, что нам не нужны подношения. Тогда вышел отец и спросил, вы просили подношения, и я дал вам подношения, но вы не принимаете их. Зачем вы пришли? И они ответили, мы пришли просить руки вашей дочери, мы не пришли просить пищи. То есть они сказали это прямо.
И когда Капила Бадра, когда Брахман Капила услышал это, он сказал: я не отдам вам свою дочь. Вы просили милостыню, дал вам милостыню, зачем вам моя дочь? На это они ответили: мы не просим дать ее нам. Я не понимаю, о чем вы говорите, сказал Брахман Капила. И тогда они рассказали Брахману Капиле всю историю. Они сказали, что в царстве Магадха есть город под названием Пипал. И в этом городе Пипал есть город. Этот город принадлежит клану Махашала. И в нем живет Брахман, принадлежащий к этому Махашала клану. Это очень высокий клан брахманов. Это очень богатый брахман. Он такой богатый, как бог Вайшравана. Он может соперничать с Вайшраваной в своих богатствах и наслаждении. Вайшравана – это бог богатства, но этот брахман еще даже богаче, чем Вайшравана, сказали они. И у него есть сын по имени Пипали. Этот Пипали очень привлекательный, красивый, очень умелый, умный. Он хорошо знает Веды, очень хорошо разбирается во всех 18 науках. То есть таким образом они расхваливали его. И именно он хочет взять в жены вашу дочь. Когда Брахман Капила услышал это, он сказал: я слышал о качествах этого Брахмана, я слышал о нем, но Пипал далеко от города Капилы. И мне кажется, что этот город, где жила эта девушка, были примерно в месте, где родился Будда, тогда как Пипал был далеко от Раджагрихи, то есть далеко. И поэтому Брахман сказал, что это все очень далеко, и поэтому очень трудно организовать свадьбу на таком большом расстоянии. На это молодые брахманы ответили, что вообще не волнуйтесь об этом. Брахман Пипали очень богат, и мы все сможем организовать. У нас есть лошади, у нас есть повозки, у нас есть все необходимое для того, чтобы организовать прекрасную свадьбу. Кроме того, у нас много слуг. И тот факт, что вы живете далеко, связь между родственниками будет очень сильной, поскольку это способствует благополучию и согласию в семье. То есть эти молодые брахманы, они сказали много всего хорошего для того, чтобы убедить брахмана Капилу. И в конце концов он согласился. Он дал им необходимое для совершения ритуального омовения. И когда они отправились в место, где все ходили мыться, в это время Брахман Капила собрал свою семью и рассказал о том, что он хочет отдать свою дочь замуж за брахмана из клана Махашала.
И, тогда и члены его семьи сказали, что это чудесно. Этот, этот брахман очень богат, он из такого высокого клана, поэтому, конечно, мы должны отдать Бадру этому брахману. Поскольку если мы сможем создать связь с этим брахманом, пипалом, то это будет очень хорошо для нас, это будет хорошо для них, и также это будет очень хорошо для самой девушки. И, и тогда они одели девушку в специальные одежды и прочитали специальные стихи из Вед, чтобы создать благополучие, чтобы создать благоприятные и благоприятные обстоятельства. То есть провели особые ритуалы для создания благоприятности. И затем они подсчитали наиболее благоприятный месяц на основании день, время, на основании астрологии, когда вычисляется наиболее благоприятное положение звезд и планет для какого-то мероприятия. То есть они определили, что именно в этот день будет наиболее благоприятным, чтобы состоялась эта свадьба. Это то, что в тибетской традиции мы называем благоприятными обстоятельствами. И таким образом они определили день для свадьбы, и молодые брахманы были обрадованы, что все так решилось, и они отправились назад. И брахман people увидел их издалека, и увидев, какими счастливыми и радостными они выглядели, он подумал, что они исполнили свою миссию. Они пришли к брахману Пипали и сказали: «О, учитель, радуйся. Так, как ты желал, о, учитель, мы нашли удивительную девушку. Перед тем, как мы ушли, ты сказал нам: не обращайте внимания на касту и клан, лишь обращайте внимание на красоту. Однако мы даже превзошли ваши ожидания, поскольку девушка, которую мы нашли, она не только удивительно красива, она также принадлежит к высокой касте брахманов, и, кроме того, она также очень богата». Все это показывает, что Пипали был готов взять в жены для своего сына даже девушку из низшей касты, лишь бы она была достаточно красивой, что, в принципе, не было в согласии с законами Древней Индии. Обычно браки заключались между представителями одной касты. И поэтому брахманы сказали, что мы нашли девушку, которая не только красива, но также, которая принадлежит к той же касте брахманов. И она богата. И они все это объяснили брахману Пипали в деталях. И также они сказали, что они уже договорились о свадьбе в определенный месяц, день и время. И когда брахман Пипали услышал обо всем этом, он был очень рад, и он даровал много всяких подарков этим брахманам, всякую еду, одежду, украшения и так далее. И
Тогда сын Брахмана Пипали, как вы помните, его также звали Пипали, он услышал об этой девушке, которая зовут Капила Бадра, которая такая красивая, как и статуя. И тогда он сказал родителям: я должен пойти проверить все это. Хотя он не хотел жениться, но у него возникли сомнения, что вообще возможно найти такую девушку. Поэтому он сказал родителям, что он должен пойти проверить это, поскольку он волновался, что если ему действительно придется жениться, что же тогда будет с его устремлениями к аскетической жизни. И поэтому он сказал: я должен уехать. Он не мог сказать, что я отправляюсь проверить саму девушку, но он сказал: я должен проветриться, поехать. У меня небольшое путешествие. На это родители ответили: конечно, ты можешь ехать куда хочешь, но ты наш единственный сын, поэтому ты должен вернуться до времени своей свадьбы. Таким образом, они дали ему разрешение на эту поездку. И тогда сын отправился в этот город, где жила девушка Капила Бадра. И чтобы встретиться с ней, он взял чашу для сбора подаяний, одел старые одежды, притворился нищим и начал обходить дом за домом, и в конце концов пришел к дверям дома Брахмана Капилы. И, как я уже говорил, когда кто-то просил подаяния, то, согласно традиции Древней Индии, эти подаяния обычно выносила девушка дома, дочь дома. И поэтому опять той, кто принесла подношение, была Капила Бадра. И когда Пипали увидел ее, он подумал: наверное, это она и есть. Хотя он и не знал, кто это она. Когда он увидел, какой красивой она была, то он понял, что это она и есть. Поскольку он никогда не видел такой красивой женщины. Это большая редкость увидеть такую красоту, подумал он. И тогда он спросил ее: ты, возможно, самая красивая девушка в мире. Во всем мире нету другой такой же, как ты. И поскольку ты такая красивая, наверное, тебе тяжело не заботиться о своей красоте, возможно, ты сильно привязана к своей красоте. И когда Капила Бадра услышала об этом, она спросила: почему ты так говоришь, что твоя невеста умерла? Пипали ответил: нет, она все еще жива. Если она жива, почему ты говоришь обо мне? На это Пипали ответил: она жива, но она не испытывает желания семейной мирской жизни. Когда Бадра услышала это, она сказала: о, это удивительно, это очень хорошо. На самом деле я сама
не испытывала желания к мирской жизни. И Пипали говорил об этом, потому что он хотел узнать, испытывает ли она стремление к мирской жизни. Поэтому он сказал ей: если бы я был твоим женихом, я бы пообещал, что даже если мы женимся, я никогда не прикоснусь к твоему телу. И таким образом, в конце концов, он сказал ей, что он и был Пипали, и что он хотел практиковать духовный путь, не хотел жить мирской жизнью. И поэтому он сказал ей, что если бы мы поженились, я бы никогда не прикоснулся к тебе. И девушка была очень рада слышать это, поскольку, как она сказала, она сама не хотела, не испытывала мирские желания. И таким образом они пообещали друг другу, что даже если они поженятся, они никогда не прикоснутся друг к другу. После этого Пипали вернулся домой, и состоялась свадьба. И в этом доме, который родители Пипали подготовили для новой семьи, для Пипали и его жены, Пипали попросил поставить 2 кровати, и Пипали и его новая жена Бадра постоянно напоминали друг другу, что помни о своем обещании, хотя мы женаты, мы будем жить как мать и дочь, а не как муж и жена. И таким образом они спали на разных кроватях, и когда родители интересовались у слуг, как поживает их сын и его жена, и слуги отвечали, они живут как мать и дочь. И тогда родители Пипали поняли, что у них таким образом у них никогда не будет детей. Поэтому они поняли, что когда они согласились поставить 2 кровати, это была ошибка. Поэтому они забрали 1 кровать из дома и поставили лишь 1 стул возле этой 1 кровати. Таким образом, в доме Пипали и Бадры осталась лишь 1 кровать и 1 стул. Но поскольку у Пипали и Бадры не было никакого желания вступать в соитие друг с другом, кроме того, они пообещали друг другу, что они не будут прикасаться друг к другу. И тогда Пипали сказал своей жене, что ты тогда спи 1-ю половину ночи, а я буду спать 2-ю половину ночи. Таким образом, они договорились, что Бадра 1-я спала, пока она спала, а Пипали сидел на стуле возле кровати, либо ходил по комнате, и потом они менялись местами. И таким образом они продолжали жить. И они жили так. Однажды большая змея залезла под кровать, когда на ней спала Бадра, и свернулась в кольцо под кроватью. И Пипали подумал, эта змея опасна, я должен что-то сделать. И поскольку
Бадра спала, то Пипали не знал, как ее разбудить, не прикасаясь к ней. Он сказал, я не могу прикоснуться к ней, поскольку я пообещал, что не буду ее касаться. И она, когда спала, ее рука свисала с кровати. И Пипали подумал, что ж мне делать, я не могу просто потрогать ее за руку. Но если я не разбужу ее, эта змея может укусить ее из-под кровати. И тогда он взял в руки веер, знаете, веер, которым обмахивались. В Древней Индии это был очень важный предмет. В жару все обмахивались веером. И вот Пипали взял такой веер. Это веера была ручкой. И этим веером он прикоснулся к Бадре. А Бадра проснулась и испугалась. Она подумала, что он прикоснулся ко мне рукой и сразу сказала, ты пообещал, что не будешь касаться меня. Она не поняла, что произошло. Пипали ответил, под твоей кроватью находится ядовитая змея, поэтому я прикоснулся к тебе ручкой веера. На это Капелла Бадра ответила, если эта змея укусит меня, пусть кусает, но ты не должен касаться меня даже веером. То есть ты вообще не должен меня касаться, не только рукой, но даже каким-то другим предметом. Ты не должен касаться меня. В тибетском переводе Бхишуни Вибанги говорится, что эта ядовитая змея была проявлением богини Шакры, которая хотела проверить, возникнет ли между ними стремление вступить в соитие или нет. И такого не произошло. Обычно, если люди живут вместе, противоположных полов живут вместе, то рано или поздно они начинают чувствовать желание друг к другу. Но у Пипали и Бадры так не произошло. Говорится, что причина этого была то, что в прошлой жизни Пипали был Богом в мире форм, и в мире форм, в мире Брахмы, он достиг постижения медитации Надхьяны, и он провел много кальп в этом мире Брахмы, мире форм, и поэтому у него не было никаких желаний, он был свободен от желаний в результате этой практики Надхьяны в мире форм. И поэтому никакого желания к Бадре у него не возникло. И так они вместе прожили 12 лет, и за эти 12 лет никто, ни один из них не чувствовал желания к другому. И как бы там ни было, через долгое время оба мать и отец Пипали умерли. И когда они умерли, Пипали подумал, когда мои родители были живы, они обо всем заботились. Но сейчас, когда они мертвы, мы должны сами заботиться о доме и хозяйстве. И именно это он сказал Бадре. Когда мои родители были живы, мы могли делать все, что хотим, но сейчас мы должны позаботиться о доме. Поэтому давай договоримся, что ты будешь
отвечать, следить за том, что происходит в доме, будешь заниматься домохозяйством, тогда как я буду отвечать за всю работу, которая делается за пределами дома. К примеру, работы, которые осуществляются на полях и так далее. И так Пипали отправился обозревать, что происходило на полях. Я уже говорил, отец Пипали был очень богат, у него было много полей. Говорится, что у него было 999 золотых. У него было 999 золотых плугов для быков. И когда все эти 999 быков работали в поле, они убивали много насекомых. И носы у этих быков были проткнуты, у них были кольца, что причиняло им боль. Кроме того, они были и постоянно били, погонщики, и сами рабочие были очень грязные, их волосы, слипшиеся от пота, их стопы были в трещинах, ноги перебинтованы, они все были покрыты пылью, их лица были сожжены солнцем, и вообще не были похожи на людей, скорее были похожи на каких-то духов. И кроме того, они постоянно ссорились по всякому поводу, без повода, били друг друга и кричали друг на друга. Они постоянно ссорились по поводу работы, каких-то незначительных вещах. И когда Пипали увидел все это, он даже не понял, кто эти люди, и он спросил их, кто вы. Они сказали, мы работники Брахмана Пипали. Обычно брахманы никогда не ходили в поле, поэтому Пипали никогда их не видел. Пипали сказал, вы работаете на меня, но я никогда не нанимал вас на работу. На это они ответили, что мы работали на твоего отца, мы продолжаем делать то, что мы делали, хотя ты не говорил нам, что мы должны делать это. Мы просто продолжаем исполнять свою работу. И когда Пипали задумался, если вы делаете эту работу долгое время, то, конечно, это ваша работа, но вы постоянно ссоритесь, вы бьете друг друга. И когда вы делаете все это негативная карма, в результате которой вы будете долгое время страдать в сансаре. И тогда Пипали понял, что даже если он сам не совершает негативные поступки с помощью своего тела, речи и ума, он накапливает негативную карму из-за того, что делают люди, которые на него работают. Раньше он никогда об этом не задумывался. Он не задумывался о жизни бедных людей, бедных семей. И тогда в нем зародилось отречение, стремление к освобождению. И Пипали решил, что он хочет оставить жизнь домовладельца, поскольку все, что происходит в домашнем хозяйстве, это сплошная негативная карма, поскольку постоянно убиваются живые существа, даже если и это
кто-то не совершает этого непосредственно, все это происходит опосредованно и все равно накапливает негативную карму. И поэтому Пипали решил, что он хочет оставить жизнь домовладельца и просто жить в лесу, практиковать аскезу. И у Капила Бадры, у его жены, было подобное переживание. Как я уже говорил, она осталась в доме, и когда она смотрела на слуг, то видела, что у них очень тяжелая жизнь, у них много ран на теле, что они плохо одеты, плохо выглядят, что они постоянно ссорятся с друг другом. И точно так же, наблюдая за всем этим, в ней зародилось сильное желание к освобождению. И все это происходило еще до того, как Будда начал учить, поскольку они были старше, чем Будда. И тогда они решили, что они просто оставят эту жизнь домовладельцев. Они отпустили всех работников, всех слуг. Они разделили все свое богатство между своими работниками и своими родственниками. Говорится, что они были очень богаты, и на их складах, к примеру, была очень дорогая одежда, и из этой одежды Пипали выбрал самую дешевую ткань и сделал из нее накидку для себя, а также одежду для Бадры, поскольку тот, кто отправляется в жизнью странствующего нищего, все-таки нужна одежда, но вся одежда была такой дорогой, что он даже не мог найти какую-то дешевую ткань, чтобы сделать эту одежду. Ну, как-то они эту одежду сделали и разделили все свое богатство и ушли. Капила Бадра сказала Пипале: я хочу уйти с тобой, практиковать аскезу с тобой. Но Пипале ответил, что я не могу быть аскетом и путешествовать вместе с женщиной. На это Капила Бадра просила его: отпусти тогда меня первый, поскольку если ты уйдешь, а я останусь, тогда я не смогу жить сама, поскольку другие мужчины захотят меня, захотят быть со мной. И тогда Пипали согласился, понял, что так и будет, и согласился отправиться практиковать аскезу вместе со своей женой. И говорится, что они какое-то время были вместе, после чего Капила Бадра осталась, присоединилась к ученикам одного учителя, небуддийского учителя Джайны, и в силу созревания своей кармы она испытала много трудностей, и в конце концов она встретилась с Буддой, приняла обеты монахини и в конце концов стала архати, достигла состояния архата. И на этом давайте сделаем перерыв. Давайте продолжим. Слышите ли вы меня? Итак, мы с вами дошли до места, когда Пипали оставила жизнь домовладельца и ушел практиковать аскезу.
И в то время еще не было учеников Будды, поэтому не совсем понятно, с какими небуддистскими учителями он учился до того, как встретился с Буддой. И обычно говорится, что Махакашьяпа был на 12 лет старше Будды. То есть Будда родился на 12 лет раньше, чем Будда. И Будда, согласно истории, когда ему было 29 лет, покинул дворец, после чего 6 лет практиковал аскезу. И эта практика аскезы никак не приблизила его к познанию истинной природы. Поэтому он оставил аскетическую практику и искупался в реке Найранджана, и затем принял подношение молочной каши от 2 девочек, которые звали Нанда и Нандабала. И также затем он принял подношение травы от продавца травы Куша по имени Брахмана. И тогда из этой травы Куша Будда сделал себе подстилку под деревом Бодхи и сказал, что пока я не обрету просветление, я не встану с этого места, пусть даже мое тело превратится в прах, я не встану с этого места. И тогда преодолел силы Мары и достиг просветления. После того, как он обрел просветление, он отправился в Варанаси. И его первыми учениками были 5 учеников, бывшие 5 аскетов. Он учил их Дharме, даровал им первое учение. Затем присоединилась еще одна группа из 5. Затем присоединилась группа из 50 молодых людей в Варанаси. Таким образом, их стало 60. И затем к ним присоединились Урубила Кашьяпа, Надя Кашьяпа. И после этого много других учеников присоединилось к Будде. И постепенно Сангха достигла 1000 человек. Затем он встретился с царем Бимбисары, и Бимбисара стал учеником Будды. И также весь двор Бимбисары также они все стали учениками Будды. И Бимбисара тогда по этому случаю подарил Будде бамбуковую рощу Венвану. И говорится, что после этого Кашьяпа встретился с Буддой. И похоже, что это произошло у ступы, которая называлась Бахупутрака ступа. И Будда пребывал в лесу у этой ступы, и Будда, когда они встретились, Будда знал, что это подходящее время для того, чтобы привести Кашьяпу к состоянию архату. Для того, чтобы привлечь его, он проявил чудеса. Например, из его тела начали сходить лучи света.
Говорится, что когда Будда проявлял чудеса, его тело было подобно золотой горе, и она светилась светом, золотым светом во всех направлениях. Именно такой свет увидел Кашьяпу. Он, он был очень удивлен увиденным и стал думать о том, что происходит, какова причина, источник этого света. И тогда отправился на место источника этого света и пришел на место, где был Будда, пришел к Будде. И когда он увидел Будду, он понял, что Будда был тем, кто обладал всеми знаками и признаками. И когда он увидел все эти знаки и признаки на теле Будды, он понял, что Будда просветленный. Говорится, что еще даже не получив никаких учений, его все органы чувств стали усмирены, и Будда восседал у ступы, как великая гора, весь светился золотым светом. И у Кашьяпа был восхищен тем, что он увидел. И когда он это все увидел и почувствовал, он понял, что я встретил истинного учителя, я встретил истинного архата, я встретил благословенного. До этого я встречал разных учителей, но впервые, когда я встретился с благословенным, у меня было очень сильное переживание по этому поводу. Поэтому, когда он подошел к Будде, то он простерся перед Буддой, прикоснулся макушкой к стопам Будды и попросил его: прошу тебя, стань моим учителем, я буду твоим учеником. И что на это ответил Будда? Если ты этого хочешь, я могу быть твоим учителем. Ты сможешь стать моим учеником. Обычно в нашей традиции Виная Мула Сарвастивады говорится, что Кашьяпа стал монахом в тот момент, когда Будда принял его в ученики, когда Будда сказал: я твой учитель. Таким образом, Кашьяпа получил все обеты полного монаха. Это так, как это обычно излагается. В его случае Будда принял Кашьяпу в ученики. И обычно говорится, даже если учитель не является просветленным, он может сказать ученику: я Татагата, это Тагата, я просветленный. И люди, которые так говорят, они не могут перевести таких учеников к просветлению. Однако тебе не следует волноваться об этом. Дело не в том, что я утверждаю, что я просветленный, хотя я не являюсь просветленным. Я Татагата, я всеведущий, я пробудился, я Будда, поэтому тебе не следует волноваться. И после этого Будда даровал много учений Махакашьяпе. К примеру, он сказал ему также наставление. И первое из этих наставлений звучало так:
Какой бы благую дарму ты не слушал, ты должен хорошо слушать ее, должен внимать ей с вниманием, сосредоточенно созерцать значение этой дармы. Второе, что он сказал ему, когда ты пребываешь вместе с учителем и друзьями Адами, то должен вести себя очень, ты должен тщательно следить за своим поведением, вести себя должным образом. Третье, он сказал ему, что ты должен постоянно поддерживать памятование и осознавание. Ты не должен вести себя невнимательно, не должен отвлекаться. Ты также должен всегда помнить о своей практике, о своих обетах. И таким образом Будда вдохновил Кашьяпу и взрастил его веру. И однажды, когда Кашьяпа путешествовал вместе с Буддой, как-то Будда остановился для того, чтобы отдохнуть. Как я уже говорил, когда Кашьяпа уходил из дома, он выбрал самую дешевую из всех тканей, которые он мог найти в хранилище. Я сделал из этой ткани одежду практикующего. И хотя это была самая дешевая ткань, которую он мог найти, это, тем не менее, была очень хорошая ткань. И возможно, это была очень дорогая ткань, которая стоила много золота. Но поскольку вся другая ткань была еще дороже, он выбрал самую дешевую ткань. И у него таким образом была это очень хорошая одежда из очень хорошей ткани. И когда Будда остановился, чтобы отдохнуть, говорится, что Кашьяпа снял эти верхние одежды и постелил, и предложил Будде сесть на них. Будда принял это подношение, и благодаря этому Кашьяпа накопил огромную заслугу. И когда Будда сел на эти одежды, он сказал: «О, эта ткань такая мягкая, она очень приятная». И тогда Кашьяпа сразу же сказал: «Да, Будда, эти одежды очень мягкие, прошу, прими их». И в ответ Будда ответил: «А можешь ли ты, если я приму эти внешние одежды, то сможешь ли ты носить мои одежды, сделанные из остатков старой одежды?» Это верхние одежды Будды были сделаны из остатков одежды, которые кто-то выбросил. Будда просто соединил все эти остатки и сделал свою внешнюю одежду. И в ответ Будда сказал: «Можешь ли ты носить такую одежду?» И Кашьяпа думал: если Будда может принять мою одежду из любви и сострадания, тогда, конечно же, я также могу носить одежду Будды, сделанную из старых отрезков ткани. И таким образом они обменялись внешними одеждами. Будда отдал Кашьяпе старые внешние одежды из плохой ткани, тогда как
Кашьяпа отдал Будде свою хорошую одежду с хорошей ткани. И говорится, что когда Кашьяпа каждый день носил эти одежды и каждый день ходил со сбором подаяний в этих одеждах. И на 8-й день, после того, как он получил эти одежды от Будды, он обрел, он не на 8-й, на 9-й день он достиг состояния архата. Он обрел высокое постижение, он стал архатом на 9-й день ношения этих одежд. И таким образом Кашьяпе потребовалось всего 8 дней для того, чтобы достичь архатства. И говорится, что для Кашьяпы этот обмен одеждами был очень особым. Почему? Потому что он был единственным учеником Будды, кто обрел такую великую заслугу. Никакой другой ученик Будды не менялся с ним одеждами. И когда Будда даровал Кашьяпе одежды, сделанные из обрывков, отрезков одежды, то это вдохновило Кашьяпу на практику. И он начал практиковать согласно так званым 12 качествам тренировки. Что это за 12 качеств тренировки? Говорится, что после того, как Будда обрел просветление и практиковал аскезу на протяжении 6 лет, он осознал, что практика аскезы не является слишком крайней практикой, она не ведет к необходимым результатам и лишь причиняет ненужные страдания. Поэтому Будда запретил строгую аскезу. При этом он не запрещал не строгую аскезу. И те монахам, которые хотели практиковать не слишком строгую аскезу, то они могли этого делать. Обычно наставления Будды заключались в том, что члены монашеской садхи не должны были впадать в крайности. Они не должны были слишком наслаждаться жизнью, жить очень легкой жизнью, но в то же время их жизнь не должна быть слишком тяжелой. К примеру, члены сангхи должны были способны жить в одиночестве, довольствоваться малым. И это совсем не означало, что они должны были жить, наслаждаться жизнью, толстеть и так далее. И некоторые ученики Будды обладали умиротворением, довольствовались малым, и Будда всегда хвалил их качество. И одним из них наиболее известным из таких учеников был именно Махакашьяпа. И причина, по которой Махакашьяпа был так известен своей практикой 12 качеств, заключалась в том, что он жил в уединении. К примеру, тибетское понятие гомбы. Гомба означает место уединения, в отдалении от города. И Махакашьяпа предпочитал жить в уединении. И он жил лишь благодаря подаяниям. И когда сангха получала приглашение в какое-то место, где сангхи делалось подношение пищи, особое подношение пищи, то Махакашьяпа никогда не шел, никогда не соглашался, не принимал такие приглашения.
Итак, эти качества тренировки на санскрите называются адхута. Их всего насчитывается 12 либо 13. В Махавидбаде, в лексиконе, санскритско-тибетском лексиконе, это понятие адхута можно перевести как джампа и йонтен, что означает качество тренировки. И эти 12 могут быть описаны по-разному. И сейчас я хочу объяснить в соответствии с описанием в трактате Йогачара Бхуми, который составил Асангу. Обычно в этом тексте одна часть называется уровень Шравака, Шравака Бхуми. И как раз в этой части, посвященной Шравака Бхуми, описаны эти 12 качеств практики. Всего их можно разделить на три части. Первое — это качество жизни лишь за счет сбора подаяний. То есть жизнь за счет сбора подаяний — это первый вид тренировки. И эту тренировку можно разделить на две составляющих. Если всего насчитывается 13 качеств тренировки, тогда это первое разделяется на две подчасти. Первый из них говорится, что когда монах практикует эту первую тренировку, то он лишь довольствуется подношениями, которые он получает в одном доме. То есть он приходит лишь в один дом за сбором подаяний, и все, что ему дают в этом доме, он вкушает, и больше не ходит в другие дома для сбора подаяний. Второй способ — это так называемые подношения, которые собираются постепенно. Просто монах идет от дома к дому, посещая каждый дом, и не выбирая, какой дом он посещает, не думает, к примеру, что в другом доме я могу получить лучшую еду. То есть это довольствование малым, что касается поднесенным подаянием. Вторая тренировка — это вкушение лишь одного приема пищи на протяжении дня. То, что называется вкушение пищи на одном месте. То есть практикующий садится на землю, вкушает пищу, и когда встает, больше уже ничего не вкушает. И многие практикующие как раз делали это, практиковали таким образом. И следующее — непринятие большего количества пищи. К примеру, когда кто-то принимает пищу для подаяния, садится, вкушает эту пищу, и даже если ему подносят больше, он не принимает больше подаяний. Следующая категория тренировки касается ношения одежд, и в ней есть 3 подпункта. Как я уже говорил, монашеские деяния разделяются на внешние, верхние и нижние. И обычно у монахов 2 набора одежды. Но те, кто практикует эту тренировку, у них есть лишь один набор одежды.
И вторая — это тренировка, когда одежда, монах носит лишь одежду, изготовленную из очень жесткой материи. Например, в Тибете у нас есть такая очень жесткая шерсть. Это, к примеру, одежда из такой очень жесткой ткани. Третье — это когда носится одежда из отбросов. То есть это та ткань, которую другие люди выбросили. Это, возможно, ткань, которая нечистая, загрязнена отходами, к примеру, испачкана калом, либо мочой. И именно такие одежды, такую ткань монахи собирали, стирали и красили в цвет, необходимый для бхикшу, и затем носили такие одежды, сделанные из остатков ткани, которые выбросили другие. Следующее — это 6 тренировок, касающихся места жизни. Первый из них — это жизнь в диких местах. К примеру, жизнь в лесах, в удалении от городов и деревень. То есть такой практикующий не живет, не останавливается рядом с городом, а живет посреди джунглей, посреди необитаемого леса, живет в диких местах. Второй способ — это жизнь под деревьями. То есть такой монах не останавливается ни в каком доме, но всегда останавливается на открытом воздухе, под деревом, под кроной дерева. То есть, что бы ни происходило, сезон ли дождей или нет, монах никогда не ночует внутри, он всегда ночует на открытом воздухе. И разновидностью этой практики является следующее, когда кто-то может находиться на территории дома, но не находится под крышей, то есть над головой не должно быть никакой крыши. И затем это то, когда монахи всегда останавливаются на кладбищах, местах кремации. И последнее — это когда монах сидит и никогда не прислоняется к спинке сиденья. То есть, например, кто-то сидит под деревом, просто подкладывает траву и никогда не опирается на дерево, никогда не ложится. Они никогда не ложатся, они всегда сидят и ни на что не опираются. Это те, кто называется теми, кто практикует качество сидения. В традиции кармакагью, когда мы проводим 3-летний ретрит, практикующему не разрешается ложиться, он постоянно сидит в такой специальной коробке для медитации. То есть это сходно с этим. И последнее — это когда практикующий сидит все равно где, то есть не выбирает место для сидения. К примеру, сидит на траве, на листьях, никогда ничего не подкладывает, никакую ткань, чтобы не было на месте, на которое приходит монах, он просто садится на это место, он ничего не меняет на месте для сидения. Например, не пытается выбрать место, где больше травы, либо каким-то образом не пытается улучшить место для сидения, он просто садится там, где туда, куда приходит, и не ложится. Это еще один способ практики. Итак, таковы те 12
качеств тренировки. И в древние времена, во времена Будды, последователи Будды, то монахи могли выбрать такую практику. И хотя Будда не поощрял, когда монахи практиковали аскезу, подобно небуддийским практикующим, но Будда поощрял, когда монахи практиковали такую умеренную практику аскезы, как эти 12 качеств тренировки. И одним из наиболее выдающихся монахов, кто посвящал себя этим 12 качествам, был Махакашьяпа. И дело не в том, что он практиковал все 12. Почему? Потому что многие из них невозможно практиковать в одно и то же время. То есть некоторые монахи практиковали 2 или 3 практики. Читать друг другу. То есть эти 12 практик, их на самом деле невозможно практиковать все вместе. И именно об этом я хотел рассказать вам о жизни Махакашьяпы, рассказать об его истории освобождения. И в связи с этим я рассказал вам эти 12 качеств, эти 12 качеств практики. И я рассказал об этом, так как это описывается в трактате Йогачара Бхуми. И на этом я хотел рассказать сегодня. Так что на этом все. Давайте посвятим заслугу. А на следующий раз мы поговорим об истории Ананды, и затем дойдем до первого собора, первого собрания.